Я просила маму, я ее умоляла, только не надо плакать. Это было не ночью, но было темно, и стоял сплошной вой. Наши матери, провожавшие своих дочерей, они не плакали, они выли. Моя мама стояла как камень. Она держалась, она боялась, чтобы я не заревела. Я же была маменькина дочка. А тут подстригли под мальчика, только маленький чубчик оставили. Они с отцом меня не пускали, а я только одним жила. На фронт, на фронт. Вот эти плакаты, которые сейчас висят в музее, Родина, мать зовет. Что ты сделал для фронта? На меня, например, очень действовали. Все время перед глазами. А песня? Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Когда мы ехали, нас поразило, что прямо на перронах лежали убитые. Это была война. Узнала ненависть. Впервые узнала это чувство. Как они могут ходить по нашей земле? Почему они тут? Кто они такие? У меня поднималась температура от этих сцен. Пройдет колонна военнопленных, и сотни трупов оставалось лежать на дороге. Сотни! А тех, кто падал без сил, их тут же пристреливали. Их гнали, как скот. По мертвым уже не голосили, не успевали хоронить. Они долго лежали на земле, живые жили вместе с мертвыми. Как-то встретила сводную сестру. Их деревню сожгли. У нее было 3 сыновей, и их уже нет. И дом сожгли, и детей сожгли. Сядет она и качается из стороны в сторону, качает свою беду. Встанет и не знает, куда идти, кому. Мы ушли в лес. Папа, братья и я. Нас никто не агитировал, не заставлял. Мы сами. Осталась мама с коровой одна. За несколько дней до войны мы говорили с товарищем. Мы были уверены, никакой войны не будет. Нам показывали журнал, Риббентроп и Молотов пожимали друг другу руки. В сознании врезались слова диктора, что Германия – верный друг Советского Союза. Не прошло и месяца, как немецкие войска были уже под Москвой. У меня 8 детишек. Первые 4 все девочки. Я еще радовался тогда, что мне первые девочки, невесты. А тогда у каждого кто-то идет на фронт. А у нас было некому. Я старый, меня уже не брали, а мальчики маленькие еще были. Узнал, что организуют курсы медсестер, и отвел 2 старших девчонок туда. Старшей было 15 лет, а сестре ее 14. Это все, что я мог отдать для победы моих девочек. Другой мысли тогда не было. Я была пулеметчицей. Я столько убила. После войны очень долго боялась рожать. Родила только когда успокоилась. Через 7 лет. Но я до сих пор ничего не простила. И не прощу. Я радовалась, когда видела пленных немцев. Я радовалась, что на них было жалко смотреть.
На ногах портянки вместо сапогов, на голове портянки. Их ведут через деревню, а они просят: «Мать, дай хлеба, хлеба!» Меня поражало, что крестьяне выходили из своих хат и подавали кто хлеба, кто картошину. Мальчишки бежали за колонной и бросали камни. А женщины? Женщины плакали. Мне кажется, что я прожила двойную жизнь. Одну мужскую, вторую женскую. Мы уходим. А кто там следом? Я учитель истории. На моей памяти учебник истории переписывали 3 раза. Я учила по 3 разным учебникам. Что после нас останется? Спросите нас, пока мы живы. Не придумывайте потом нас. Спросите. Знаете, как трудно убить человека? Я работал в подполье. Через полгода получил задание устроиться официанткой в офицерскую столовую. Молодая, красивая. Меня взяли. Я должна была насыпать яд в котел супа и в тот же день уйти к партизанам. А уже я к ним привыкла. Они враги. Но каждый день ты их видишь. Они тебе говорят: «Данкишон, данкишон». Это трудно. Убить трудно. Я всю жизнь преподавала историю. Но я знала, что ни об одном историческом событии мы не знаем всего до конца. Всех пережитых чувств. Всей правды.